Добрый день, уважаемые зрители нашего подкаста. Это уже 18-й выпуск нашего подкаста. Как говорится, so far, so good. И сегодня у нас выпуск, который я лично очень долго ждал. У нас в гостях школьный психолог Анна Преображенская. Лично я, когда учился, для меня школьный психолог это была какая-то такая завешенная тайна, в которой забирают учеников с урока и вообще не понимают, что с ними потом происходит. И на самом-то деле я считаю, что профессия очень важная в рамках школы. Согласна? Абсолютно. Во-первых, спасибо, что пришли. Спасибо, что позвали. Да, у нас, Леша, огромное количество вопросов, потому что целью нашего подкаста также является улучшить хиаолу, благополучие наших учеников. И, наверное, стоит начать с кучи дисклеймеров каких-нибудь, да, о том, что мы будем описывать в рамках этого подкаста, какие-то симптомы, если у вас что-то совпадает, это не значит, что у вас сразу какое-то расстройство психического спектра, да? Не надо себя самодиагностировать, лучше сразу же обратиться к специалисту, к семейному врачу с вопросами уточняющими. Никакой там онлайн-тест сразу же не поставит вам точный диагноз, поэтому не нужно в себе развивать синдром Мюнхгаузена, это когда человек придумывает себе заболевание, и спокойно смотрим, ищем или отбрасываем какие-то такие красные и зеленые флаги. Заметки. И делаем заметки про себя и про своих близких окружающих. Хорошо, давайте начнем с важного вопроса. Давайте разграничим три понятия. Психиатр, психотерапевт и психолог. Вот в чем главное отличие, потому что многие люди путают эти вещи. Да, это действительно очень важное разграничение. Значит, психиатр – это человек с медицинским образованием, который отучился 6 лет обычного курса медицины и потом прошел специализацию на психиатрию. Соответственно, у него есть все знания для того, чтобы ставить диагнозы и для того, чтобы выписывать лекарства. Никто, кроме психиатра, этого делать не может. Значит, психотерапевт – это человек с психологическим образованием, который может проводить терапию. В целом, в Эстонии, наверное, так не работает. Я училась во Франции, и у меня такой диплом, который подразумевает то, что я после учебы могу работать психотерапевтом. И психолог – это как бы такое общее название для людей, которые занимаются психологией как наукой, потому что психология это считается наукой гуманитарной. Вот. И, собственно, это такое более общее название, которое может в себя включать как психотерапевтов, так и ученых-психологов. Хорошо, спасибо большое. То есть теперь у нас есть хотя бы какая-то фундаментальная база, чтобы понимать, о чем мы с вами говорим. И еще важная, интересная опция здесь тоже в Эстонии есть, это то, что у нас есть медсестры душевного здоровья. Это такие люди, которым можно тоже записаться на прием, примерно как к психиатру, но все-таки она медсестра. И тоже быть с ней на связи и раз в месяц, например, приходить, и как-то тоже она может дать какие-то советы по как раз-таки самочувствию, благополучию и так далее. И направление семейного врача не нужно? Не нужно. Как и к психиатру тоже? К психиатру все-таки по-разному попадают. Можно и через направление от семейного врача, что очень сложно, потому что психиатров достаточно мало в Эстонии, и к ним очень большая очередь, мало в общем-то, мест. Бывает, что через уже непосредственно больницу попадают. Вот наша статистика показывает то, что 66% людей смотрят без подписки. Поэтому обязательно поставьте лайк, поставьте подписку на наш канал, колокольчик, все, что нужно. А также очень важно сделать очень важное разграничение, что у нас смотрит разная аудитория возрастная по группам. И, наверное, вот можно услышать от более старшего поколения, что психолог – это друг за деньги. Вот что бы вы ответили на такой комментарий? Я с этим не согласна, потому что отношения с другом подразумевают, что ты ему чем-то поделишься, он с тобой чем-то поделится, и у вас такая как бы взаимное общение какое-то. В отношениях с психологом нет такого, что психолог приходит и делится с вами всем, что произошло у него сегодня за день, или что он начинает вам рассказывать о своих проблемах. Так ни в коем случае не должно быть, и если у вас так происходит, то с психологом что-то не так. И это очень большой знак о том, что стоит поменять специалиста. Вот. Главное, на чем строится работа психолога, это нейтральность. То есть я скорее выгляжу, не выгляжу, а я скорее служу таким нейтральным полотном, на которое человек может все свои какие-то проблемы как спроецировать, да, поделиться ими и с помощью
отражение другого человека, да, можно так сказать, что-то про себя новое узнать. Мгм. Ну вот давайте тогда затронем очень важные этические вопросы, потому что я думаю, что наши ученики, даже если они подумывают, обратиться или не обратиться, они могут переживать о том, что может узнать родители, классный руководитель, администрация школы из того, что, допустим, они могут рассказать на сеансе у вас. Сеанс — это правильное слово? Да, вполне. Да, это очень важное правило, которое я каждый раз, когда новый человек ко мне приходит в кабинет, напоминаю, озвучиваю его, о том, что то, что человек, ученик, да, пришел ко мне в кабинет, все, что мы с ним обсуждаем, остается в этом кабинете. То есть без его согласия, без его разрешения я никому эту информацию не рассказываю, не делюсь с ней. Это абсолютно конфиденциально. Будь то там классный руководитель меня будет спрашивать, социальный педагог, я могу поделиться какими-то общими чертами, общими деталями, да. Лучше, хуже становится? Да, условно, что-то типа того. В 2 словах как-то описать ситуацию, но ни в коем случае не вдаваться в подробности. Вот. Конфиденциальность — это тоже очень важное правило в работе психолога. То, на чем, собственно, держится доверие, то, на чем держится, в принципе, возможность вот так работать. Бывают такие случаи, когда то, что рассказывает ученик, может как бы угрожать его благосостоянию, благополучию, да, здоровью. И в таком случае я всегда спрашиваю у человека, насколько он хочет, чтобы как бы эту информацию как-то взяли в работу, да, и чтобы что-то сделали именно в реальном мире, во внешнем. Потому что психолог, он все-таки больше работает с чувствами, а там, например, для того, чтобы как-то пригласить родителей в школу, или это я тоже могу сделать на самом деле, и иногда ученик соглашается, но только с его согласия. Но бывают такие ситуации, когда как бы случай скорее, наверное, передается социальному педагогу, и дальше уже с ним разбирается школьная система поддержки вместе. Вот. Ну вот, допустим, Лёша захочет к вам обратиться. Узнают ли Лёшины родители, что он к вам ходит на сеансы? Лёша гимназист, поэтому если он этого не захочет, то я не буду сообщать. Даже если ему нету 18? Да. Все-таки я считаю, что ты уже достаточно взрослый, да, для того, чтобы решать за себя. И мне не кажется, что это что-то такое очень как бы преступное, да, обратиться к психологу. Вот. При этом дети, которые обращаются младше, как правило, да, я им говорю о том, что я одну консультацию могу провести спокойно, что, ну, как бы со всеми случается, да, а уже дальше я буду вынуждена спрашивать соглашение родителей на то, что ребенок ходит ко мне на сеанс, если мы договариваемся продолжить встречи. А вот по возрасту, это где вот эта граница? Ну, я бы сказала, что основная школа — это все-таки тот возраст, когда я еще спрашиваю, и гимназия уже не спрашиваю. Про взрослых и взрослое поколение я вот слышал, что иногда взрослые считают, что если ты обращаешься к психологу, это значит, что у тебя какие-то психические заболевания, психические расстройства. Что вы можете про это рассказать? Люди всегда будут думать то, что они хотят думать. На это никак, к сожалению, повлиять нельзя, но обращение к психологу — это абсолютно что-то в наши дни, тем более, абсолютно нормальное, и даже, я бы сказала, все более и более становится распространенным. И мне кажется, что это намного более хорошее решение проблемы, чем что-то с собой физически делать или употреблять какие-то субстанции, или там крушить, громить, размахивать кулаками. Поэтому мне кажется, что в этом нет ничего стыдного. То есть даже если я скажу, там, как ученик начальной школы, то, что я пью, курю, вы об этом не сообщите? Нет. То есть, ну, это важно, потому что все-таки, может быть, иногда дети боятся о том, то, что вот у меня есть проблема, но я сделал что-то не совсем законное, и поэтому я боюсь об этом рассказать, потому что меня потом спалят. Нет, во-первых, психолог не ругает никогда, не осуждает. Это тоже один из постулатов работы. Во-вторых, чем честнее и открытие человек сам приходит и рассказывает все, тем проще мне ему помочь. То есть нельзя врать своему психологу?
Не договаривать, приукрашать. Можно все что угодно, но вопрос в том, какую из этого пользу вы вынесете тогда. Если ты приходишь к специалисту и боишься поделиться с ним всей ситуацией как есть, то он сам не будет понимать этой ситуации. К тому же в психологии принято считать, что любые там субстанции, да, или курение, это все люди делают не просто так, у этого всего есть какие-то причины. То есть, например, кого-то курение успокаивает, для кого-то алкоголь может быть там, выходом из каких-то проблем, да, то есть что-то, что позволяет ему как раз-таки, опять же, ничего с собой не сделать и остаться в каком-то более или менее трезвом разуме, да. В таком случае, если мы уберем вот эту вот палочку-выручалочку, которая на данный момент для него важна, человеку будет намного сложнее справляться, и поэтому как бы убирать симптом, да, это не первая задача психолога на самом деле. Это не решит проблему в корне. И в длительной перспективе тоже. Да, да. Потому что найдется какая-нибудь другая палочка-выручалочка, не дай бог. Более радикальная? Да. Да. Хорошо. Ну, мы в поп-культуре видим огромное количество примеров, конечно же. Хорошо. А говорить тут важно, что, конечно же, курение – это вредно, алкоголь – это вредно, Да. и алкоголь вообще считается депрессантом. То есть в кратковременной перспективе он помогает и действительно облегчает какие-то эмоции, но в долговременной перспективе человек разучается справляться со своими эмоциями самостоятельно. Поэтому курение просто имеет очень сильные последствия для здоровья, поэтому, конечно же, я это все не поощряю, но и не ругаю за то, что такое происходит. Ну, то есть, когда человек к вам приходит, вы не в позиции судьи, который Конечно, нет. выносит какой-то Нет, вердикт. нет, ни в коем случае. То есть это такой safe space, как это по-английски называется, безопасное пространство, где человек может быть абсолютно с собой и лучше разобраться в своих чувствах, а не в том, что другие люди думают про него и про его поступки. Хорошо, это было очень важно зафиксировать. А вот, допустим, мы на уроках человековедения, я очень часто рассказываю про различные, допустим, такие вещи, как ОКР, ПТСР, что у нас еще есть, СДВГ. И давайте расшифруем эти аббревиатуры, и можно ли с этими проблемами приходить к вам? Ну, как все то, что вы назвали, это все диагнозы, да? ОКР, обсессивно-компульсивное расстройство, ПТСР, посттравматическое стрессовое расстройство, которое возникает после какого-то травматического события, и то не у каждого человека еще. И СДВГ, синдром дефицита внимания, гиперактивность. Все достаточно популярные, я бы так сказала, сейчас симптомы, но тут важно говорить, что сам человек не может себя диагностировать, да, он не может себе поставить симптом. Смешно было, когда я начинала учиться в университете, мы проходили разные виды психологических и психических заболеваний, и в каждом из них я находила себя. То есть это как бы такое достаточно распространенное явление, да, что человек у себя находит какие-то черты от одного, от другого, от третьего заболевания, может находить, да, не обязательно, что находит, но тем не менее. И, в общем-то, в каком-то смысле все мы немножко со своими тараканами, да, условно говоря, и в этом нет ничего такого. Просто вопрос в том, насколько вот эти вот состояния мешают нормальному функционированию, да, насколько ты можешь, имея все эти вещи, которые ты у тебя находишь, продолжать жить свою жизнь достаточно счастливо, да? Вот. Теперь я вернусь к тому, что это все-таки все это диагнозы, все эти аббревиатуры относятся к диагнозам, соответственно, их выставляет врач, как правило, психиатр. И без диагноза психиатра как бы какое-то медикаментозное лечение к этому, в общем-то, невозможно, да? Через вас? Найти, да. Через меня я ничего не выписываю, вообще не диагностирую в том числе. Вот. Ну, вы можете сказать, ну, слушай, дружок, здесь уже как бы надо записываться на прием к психиатру. Я так и могу сказать, что я бы посоветовала сходить на прием к психиатру, но ни в коем случае я не говорю, что как бы не говорю какой-то диагноз, который я подразумеваю, да, у меня тоже как бы какая-то классификация в какой-то момент происходит, но для того, чтобы я поняла,
в какую сторону более склонен человек, да, к какому диагнозу, условно говоря, мне надо все равно с ним достаточно хорошо познакомиться, и плюс у всех этих человеческих проявлений есть очень много подводных камней, и то, что для одного там один и тот же симптом для одного человека может значить одно, а для другого совсем другое, да, поэтому мне надо очень точно понять вот эти все нюансы, поэтому, как правило, первые сеансы, они именно такие ознакомляющие, когда я знакомлюсь с человеком. Вот. Посоветовать обратиться к психиатру я могу, я так иногда делаю, действительно, но это действительно очень в редких случаях. Хорошо, да, спасибо. И тем более не называю никаких диагнозов. То есть это может стигматизировать проблему? Стигматизировать, какие-то ярлыки навесить на человека, конечно же, это все... Проецирование каких-то собственных суждений. Да, и это все ограничивает как бы мое восприятие другого человека как отдельной личности, субъекта со своими мыслями, со своими желаниями. То есть вы не смотрите с позиции какой-то надменности, что, мол, я вот я тебя понимаю, я тебя вижу насквозь. То есть нет такого? Ни в коем случае. Есть очень распространенный страх или как это назвать-то? Представление о психологах, что психологи читают мысли. Ни в коем случае. Когда человек приходит, я не могу догадаться, о чем он мне будет рассказывать. Я могу только спрашивать вопросы и, исходя из того, что человек мне отвечает, как-то на это реагировать. Хорошо, а вот смотрите, есть ли какой-то лимит встреч с вами, или вы можете работать с одним учеником, например, несколько лет? Сейчас так и происходит. Есть, собственно, категория детей и учеников в школе, которые нуждаются в большей поддержке, чем остальные дети, да? С ними у меня прямо регулярные встречи с кем-то более младшими детьми раз в неделю, более старшими детьми раз в 2 недели. А те, кто приходят, так сказать, своим ходом, с ними я тоже одной встречей, как правило, не ограничиваюсь, предлагаю хотя бы 2, потому что мне нравится это сравнивать с математикой, когда через одну точку можно провести очень много разных линий, а через 2 точки можно провести только одну линию. 3 точки делают целую плоскость. Здравствуйте, Вероника Вальдемаровна. Так что я стараюсь как минимум 2 раза встретиться с человеком, чтобы примерно как бы увидеть его хотя бы на протяжении вот этого времени, что между сеансами. И наоборот, как оканчивается работа? Можно ли назвать работу в терапии? Или какое слово? Да, можно сказать, как оканчивается терапия. Да, то есть это может ученик сказать, вот все, я расхотел, у меня пропало желание. Да. И он просто уходит. Да. Так бывает. Бывает так, что мы с ним договариваемся, как правило, так и бывает, что сейчас мы заканчиваем какие-то запланированные встречи, но если вдруг у тебя состояние изменится, если вдруг ты будешь себя плохо чувствовать, заходи обязательно в мой кабинет. Я всегда говорю тем, кто приходит ко мне в кабинет, особенно из-за каких-то там темных мыслей или из-за проблем эмоциональных, я им всегда говорю, что если вы снова будете себя чувствовать как-то не очень хорошо, лучше, если вы придете сюда, даже если у меня будет занято, я попрошу вас подождать или 5 минут мы с вами сможем поговорить, чем вы будете как-то совершать какие-то действия, которые навредят вам, навредят окружающим. Лучше о проблемах своих говорить, не молчать и не бояться реакции. Вот. Так что я позиционирую себя все время так, что двери моего кабинета открыты. Если я не могу прямо сейчас принять кого-то, то я предлагаю ему другое время. Мы договариваемся, и я очень стараюсь всегда держать свои обещания, да, и приходить, если мы договаривались на встречу с каким-то из учеников, что я приду за ним в кабинет и поговорю с учителем, всегда тоже стараюсь это делать. За исключением каких-то ЧП, которые тоже, к сожалению, в школе случаются. Вот. И говорить ученикам, что они всегда могут обратиться за помощью. Лёша, у тебя есть какие-то вопросы? Да, вот как долго длится вот этот сеанс ваш? В школе, я помимо школы работаю еще в другом месте, как правило, 45 минут.
Бывает такое, что человеку очень сложно 45 минут высидеть, и вся его психика сопротивляется, он забывает слова, он не хочет оставаться в кабинете. Тогда я тоже не настаиваю, да, и оставляю человека в покое, учитывая то, что в школе все-таки уроки длятся 45 минут, и за это время, пока он у меня, я за него ответственна, да, поэтому мы с ним либо как-то договариваемся о том, что он посидит спокойно, либо что он вернется в класс, либо, в общем-то, находим тоже какие-то... Но бывает, что уроки, точнее, сеанс длится больше, чем 45 минут? Так бывает, но мне кажется, что это не очень нужно. Вот. Бывают разные виды терапии, есть разные подходы, есть разные специалисты. Кому-то удобнее работать 1,5 часа, кому-то удобнее работать 30 минут, кому-то есть такие даже терапии там многодневные, есть очень много разных направлений в терапии, я могу про это много и долго рассказывать. Вот. Главное, да, что вот этот вот кадр, да, рамка правила сеанса, что они оговорены, как минимум терапевт для себя их точно знает и определяет, и по ним и работает. Вот, то есть работа с психологом это не что-то одновкусовое, а это как огромный вариативность чая, то есть огромное количество вкусов. Абсолютно точно, потому что каждый человек разный, и в целом нас и в университете тоже так учили, что для каждого человека в любом случае придется находить свой вид психотерапии, изобретать даже, если хотите. В этом смысле это очень творческая профессия, которая в том числе и подразумевает то, что ты постоянно будешь изучать новые методики, подталкивать свою мысль к каким-то размышлениям, задаваться вопросами. Это все очень важно в работе психолога, и это позволяет ему оставаться, так сказать, адекватным и нейтральным, в том числе в своей терапии. Окно открыто еще. Меня это так пугает, кажется. Вот ко мне сейчас мальчик заходил, тоже очень боялся. Это на самом деле такое... Триггер. Триггер, да, в том числе, особенно если у человека повышенная тревожность, или если у него, тем более сейчас очень много в Эстонии беженцев из Украины, например, для них это вообще может стать серьезным триггером, запустить паническую атаку или еще какие-то другие нежелательные проявления. Так что очень грамотно со стороны государства то, что они отправляют сообщения, да, всем, что мы все знаем, что это учебная тревога, но, конечно, идея за этим стоящая, что может произойти какая-то там катастрофа, это очень страшно. Небольшой контекст для наших зрителей, то, что мы записываем этот выпуск 18 марта, и сейчас 3 часа, и у нас работала, получается, там раз в квартал у нас вот это тестирование сирен. Кстати, на самом деле, вот окно сейчас закрыли. Тоже, слышно, но если мы будем молчать. Да, если мы бы не задумались, мы бы даже не услышали бы это. А вот смотрите, вы сказали то, что есть огромное количество типов психотерапии. Я знаю, что есть когнитивно-поведенческая, есть гештальт-терапия, и есть по-английски, не знаю, как по-русски, exposure therapy, да, что когда мы... Терапия экспозиции. Да, давайте дадим, что ли, огромное количество инструментов нашим зрителям, чтобы они выбрали для себя более подходящие. Максимально кратко, в чем главное различие вот этих вещей? Здесь, наверное, я буду немного предвзята, потому что в том университете, где я училась, нам в основном преподавали психоаналитический подход, что очень близко, на самом деле, к гештальт-терапии, очень похоже на экзистенциальную терапию, где считается, что симптом — это какое-то сообщение зашифрованное, которое человек для окружающих, для себя самого придумает. Точнее, даже не человек сам, а его подсознание. И в гештальт-терапии, по-моему, и в экзистенциальной есть вот это понятие подсознания. И с ним эти направления много работают. Потом, что касается когнитивно-поведенческой терапии, это терапия, которая подходит определенному виду людей, и она подразумевает под собой такое, именно работу с симптомом. То есть с помощью каких-то техник осознанных, рациональных, ты раскладываешь по полочкам свое поведение, понимаешь, почему ты делаешь именно так и в этом случае, почему ты делаешь в другом случае вот так, и исходя из настоящей картины,
какие-то внедряешь в свою жизнь привычки, чтобы это все изменить, поменять. Вот. Абсолютно тоже рабочий способ для кого-то. Кому-то может показаться, что это только убрало симптом, а проблему не решила, например. А вот вы остаетесь психологом 24/7, как некоторые наши учителя говорят, что я все время в роли учителя. Я на улице думаю, что можно сказануть, рядом есть ли родители учеников. Вот вы в общении с другими людьми, вы тоже рассуждаете с позиции психолога иногда? Интересный очень вопрос, потому что в профессии психолога мне очень хочется вам ответить, что нет, я как только выхожу из кабинета, я перестаю быть психологом, или не из кабинета, из школы, допустим, да. Но в любом случае те знания, которые я имею, конечно же, они влияют на то, как я в мире себя веду, как я общаюсь с другими людьми. И, конечно же, это может как-то повлиять на то, как я реагирую на какие-то определенные ситуации. С одной стороны. С другой стороны, когда специалист, психолог выходит из своего кабинета, он сознательно или несознательно продолжает думать о том, что произошло сегодня в кабинете, о том, какие случаи были, как изменился тот или иной человек, а помог ли ему вот этот инструмент, который я с ним пробовала, например, а помог ли ему вот этот наш разговор. И, конечно же, иногда бывает так, что в отпуске или в свое свободное время я как-то задумываюсь о каком-то случае и понимаю, что тут можно было бы вот так поступить, а что вот это, может быть, значило вот это. И в целом я стараюсь читать профессиональную литературу тоже, и в те моменты особенно много мыслей приходит о работе. Поэтому, учитывая то, что мне очень нравится моя работа, я не гоню от себя эти все мысли, не закрываю, не провожу очень четкую границу. Вот, но главное, что я остаюсь собой, наверное. Угу. Вот. То есть, спасибо за честный ответ, на самом-то деле. Как и в терапии важна откровенность для создания доверия. А вот смотрите, как вы считаете, это делает вас более хорошим и эмпатичным психологом, то, что вы постоянно в нерабочее время тоже анализируете и думаете, как бы помочь своим пациентам лучше, клиентам, я не знаю, какое слово употребить. Все-таки я не думаю об этом постоянно, да, все-таки у меня есть своя жизнь, свои увлечения, какие-то способы расслабиться и так далее. Во-вторых, что такое хороший и что такое плохой? Вот, это главный вопрос, что такое норма, что такое не норма. Поэтому вот... давайте раскидаем такие самые главные красные флаги в психологах, на которые пациент должен обратить внимание, если он, допустим, приходит на первые сеансы, чтобы понять, что вот он у шарлатана или все-таки у реально хорошего этического психолога. В первую очередь, конечно, проверять образование. Да, спрашивать или как-то узнавать у структуры, в которой это все происходит. Во-вторых, самое главное, на самом деле, это то, чтобы специалист подходил. Потому что я знаю, что я не всем людям, которые приходят в мой кабинет, подхожу. Кто-то приходит только на один раз, кто-то сколько-то количество времени походит и потом понимает, что все-таки это не для него, и он предпочитает либо обратиться к другому специалисту, либо попробовать справиться самостоятельно. Вот. В этом смысле очень важно, чтобы ты чувствовал, что психолог тебя понимает, что он тебя слышит, да, и так можно сказать, что в целом хороший психолог — это тот, кто, когда ты забыл свою мысль, может тебе помочь ее продолжить, да, вот, что, в общем-то, сигнализирует о том, что человек включен, он слушает, да, и он действительно вовлечен в то, что человек рассказывает. Но в остальном каких-то критериев или инструкций, которые подошли бы для всех, я не могу вам
рассказать, как не могу для На всех... вкус и цвет, да? Да, Мгм. как не могу для всех быть хорошим терапевтом, условно говоря. А вас это как-то лично задевает? Там, вот я не смогла найти подход к каждому человеку, ученику. Конечно, какие-то амбиции или желания присутствуют, и, как правило, в психологию тоже не просто так люди идут, а с достаточно сильным желанием помогать другим людям и так далее. Но первое время меня это совсем очень сильно беспокоило, и я помню, у меня и челюсть очень сильно после рабочего дня сжималась так, что болела. Я переживала за то, что не могу всем дать того, что они хотят, и как бы я с этим сама тоже со своим психологом долго разбиралась. Вот. И сейчас, конечно, я намного проще к этому отношусь, и, возможно, в каких-то моментах по-другому себе объясняю произошедшую ситуацию, и достаточно спокойно отношусь к тому, что не всем я подойду. Угу. Ну, вот знаете, вот вы сейчас упомянули важную вещь, и вот у меня есть такое воспоминание из детства, и знаете, как говорится в ТикТоке, вещи, которые помнит я и ее создатель только. Была реклама какой-то, значит, таблеток для посудомоечной машины, и там был такой слоган «А кто помоет мойщика?». Моргенштерн читал в своих треках, что у моей охраны есть охрана. А вот многие психологи сами проходят, у них есть свои психологи. Абсолютно. То есть это иерархия психологов, есть главный психолог. Как это выглядит? Расскажите. Нет, это не иерархия психологов. Мне больше нравится представлять, что это то есть вне своего кабинета я точно такой же обычный человек, который имеет какие-то свои эмоции, свои сложности, свои вопросы, которые я бы хотела решить, да. И я просто обращаюсь к другому специалисту для того, чтобы с этим разобраться. У психологов действительно считается хорошим тоном, чтобы психолог прошел либо личную терапию, либо находился в личной терапии. Это, во-первых. Во-вторых, еще очень много у психологов вспомогательных инструментов для того, чтобы как раз-таки он мог продолжать думать, да, потому что в это очень легко скатиться, одну и ту же инструкцию для каждого человека применять. Это, конечно же, намного легче, но это не помогает тем людям, которые приходят в таком случае, не всем. Соответственно, для того, чтобы продолжать думать, есть разные интервизии, когда коллеги созваниваются или встречаются и обсуждают какие-то случаи, делятся своим опытом. Интервизия — это когда все на одном уровне. Есть супервизия, когда либо личная, индивидуальная, либо групповая, когда есть более опытный психолог, действительно, просто тот, у которого либо больше опыта, либо он, например, в том числе имеет какую-то связь с университетом или с научной работой. И в таком случае приходит один человек, один специалист, один психолог и рассказывает другому психологу или группе психологов о каком-то из случаев, для того, чтобы, во-первых, когда сам проговариваешь, тебе намного понятнее становится тоже все, что происходит, а во-вторых, может со стороны подскажут тебе какие-то мнения новые или инструменты, или техники, или укажут на какие-то слепые точки, которых ты не замечаешь. Угу. Ну, может быть, сейчас задам не очень этичный вопрос, но вот если мы сейчас откроем какой-нибудь такой средний прайс по стране, сколько стоит 1 час работы с психологом, психотерапевтом, то мы увидим там расценки от 60 до 120 евро, даже у психиатра это еще больше. Вот как вы считаете, насколько оправдан этот ценник? Ну, учитывая то, что подразумевается, что психолог и постоянно продолжает свое обучение, поддерживает, и то, что он и сам пользуется с помощью специалистов, очень большая часть из этих денег уходит на как раз-таки поддержание себя в профессии. Поэтому... То есть это реинвестирование капитала? В каком-то смысле, да. И, конечно же, в идеальном мире психотерапия доступна для всех желающих, но, к сожалению, как есть. И в этом смысле то, что в школе, и, собственно, одна из причин, почему мне нравится работать в школе, это потому, что здесь это намного более доступно, и если ребенок или семья не может себе позволить
частного терапевта, да, или психолога, то как бы первое такое прибежище это может стать как раз-таки терапия, ну не терапия, а как бы посещение консультации психолога в школе. А если, допустим, не только ученик, но коллега хочет спросить какой-то совет? Я абсолютно с радостью принимаю коллег тоже. Вообще, я училась, конечно, на психолога, который работает со взрослыми, специализация на магистратуре, при том, что все равно все время от начала и до конца было посвящено именно детству, потому что в детстве очень много всего формируется. Вот. И я очень люблю работать со взрослыми, для меня это такая отдушина, и поэтому заходите смело, я буду всем очень рада. Хорошо, поэтому, дорогие коллеги, знаем, что всегда есть помощь, и it's okay to not be okay. Да, лучше прийти и с кем-то этим поделиться, чем держать все в себе и страдать от этого. Better be safe than sorry. Да. Молодец, твой учитель по английскому будет рад. Переместимся чуть-чуть во времени. Я вот все это время очень было интересно, вот как вы решили стать именно психологом? Если честно, не знаю, как так получилось. Я помню, что когда было время решать, куда идти дальше, я выбирала, наверное, из возможности пойти учиться на менеджера или пойти учиться на психолога. И я тогда очень много разговаривала с родителями, в тот момент советовалась с ними. И они мне сказали такую мысль, что менеджер — это такая как бы профессия, которой как будто бы можно очень быстро научиться, а в том числе даже имея психологическое образование, например. А вот психолог — это именно специализация, и это узконаправленная как бы профессия, которая подразумевает достаточно долгий путь обучения, поэтому, взвесив все за и против, я приняла решение все-таки пойти по этому пути. Вот, и оказалось, что не прогадала. Мне очень нравится моя профессия, и это очень вдохновляющая, обучающая, интересная, местами веселая, местами, конечно, грустная тоже, но я стараюсь видеть положительные стороны в этом во всем. И, в общем-то, очень интересная профессия. Вот. Так что я пока что не жалею о своем выборе, не исключаю того, что через какое-то количество лет мне это наскучит, например, или мне захочется попробовать себя в чем-то другом. А вот сейчас вот мы очень часто обсуждаем тему искусственного интеллекта, и скажите, пожалуйста, все чаще люди говорят, что я вот беседую со своим чат-ботом, Да. и он мне там что-то рекомендует, советует. Пробовали ли вы чисто проверить из интереса профессионального, насколько хорошие советы, так сказать, не подпитывает ли он какие-то делюзии человека? И вот совет нашим ученикам, можно ли обращаться с какими-то описаниями и проблемами к искусственному интеллекту или нельзя? И тут стоит очень важный момент сделать, что у нас на самом деле на законодательном уровне абсолютно не защищены правом переписки, наши переписки с чат-ботами. Поэтому если вы рассказываете какие-то проблемы, то потом, например, юрист или адвокат в суде против вас может затребовать ваши переписки, если это будет важно к уголовному делу. Поэтому, как я понимаю, вы защищены вот этой тайной, что вы можете не говорить. Да, не разглашать. Да. Если честно, я так не пробовала. Это, пожалуй, хорошая идея, и, наверное, стоит попробовать. Тем не менее, я знаю, что некоторые из людей, которые приходят ко мне на терапию, они пользуются этим чатом и используют его как такой отчасти личный дневник, отчасти собеседника, которому они могут поделиться своими переживаниями. Тут, конечно же, тоже скорее ключевой как бы механикой, которая помогает в случае использования чат-бота, искусственного интеллекта, это то, что ты как бы можешь выговориться, да, то, что у тебя возникает чувство, что тебя услышат, что тебя выслушают, тебя воспримут всерьез. Теперь есть достаточно много, и пока что не исследований, но свидетельств, да, о том, как искусственный интеллект действительно загонял человека в психоз.
Это очень опасная штука на самом деле, и как правило, этому подвержены люди уже непосредственно с психотическим типом организации психики. Можем для наших зрителей и для меня лично тоже немножко объяснить попроще? Так, ну это уже такой курс психологии. Сейчас я попробую простыми словами. Ну, собственно, к психозу относится все, что там, например, шизофрения, да, какие-то такие бредовые состояния. Биполярное расстройство — это все-таки не совсем психоз. Скорее шизофрения, и у нее достаточно много подвидов, да, разновидностей. Вот. И как бы, условно говоря, здоровый человек, он невротик, да, то есть у него есть, во-первых, там сомнения какие-то, у него есть там какой-то внутренняя речь, когда он там сравнивает себя с другими людьми или как-то осознает то, что он находится в обществе, и от него не все зависит, у него есть какое-то соотношение с реальностью. А психотик, например, шизофреник, у него как будто бы такое чувство, что он управляет реальностью, или как бы, что он и реальность внешняя — это одно целое, единое, что нет никаких разграничений. И в таких случаях, когда психотик как раз-таки сталкивается с реальностью, например, человек убежден, что он всегда прав, и вдруг находится человек, который ставит его какие-то достижения под сомнение, да, или убеждения, то как раз-таки у психотика может случиться вот бред начаться, да, там галлюцинации, там какие-нибудь... Мания величия. Ну да, какие-то симптомы появиться, которые бы его защитили от своей собственной неполноценности. Да? Мы с вами, я предполагаю, все-таки как-то подразумеваем то, что где-то мы можем быть неправы, где-то мы там что-то не знаем, не умеем. Психотик так не может вот так сделать. Это... И поэтому чат-бот... Соответственно, да, который подтверждает вот эту вот реальность человека, а потом в какой-то момент внезапно что-то пойдет не так, и он ее разрушит, эту реальность создаваемую, то может случиться достаточно тяжелый, да, коллапс, да, это очень точное слово, очень тяжелое состояние. Потом может случиться такое, что этого коллапса непосредственно в общении с искусственным интеллектом не произойдет, но человек, имея все вот эти вот убеждения искусственного интеллекта, пойдет в мир и начнет что-то там проповедовать или, не дай бог, кому-то что-то плохое делать. Или даже с хорошим побуждением, как это обычно и бывает. И тогда, конечно, соответственно, он снова вновь окажется так, что он столкнется с реальностью внешней, которая не подтверждает его каких-то представлений о себе, и случится опять-таки этот самый коллапс. Вот. Но в целом, конечно, это можно использовать как инструмент, хотя мне больше нравится рекомендовать ученикам чаты, такие как sova.ee, или на сайте Last.ab тоже можно пообщаться с реальными людьми через переписку по телефону. Есть экстренная линия. Есть номера доверия, да, очень много разных, в которых ты с настоящим человеком взаимодействуешь, и это намного более надежно, что ли, чем искусственный интеллект, который действительно обучается на том, что в него поступает, скажем так. Вот. Ну вот, Леша, ты бы доверил свои личные проблемы чат-боту? Нет, честно, нет. Я бы лучше доверил свои проблемы реальным людям по типу. Потому что если реальный человек, ты можешь сквозь время, если ты его очень долго знаешь, понять, что от этого человека точно ничего не уйдет, как минимум, и знаешь, что именно этот человек сможет тебе помочь, и что он точно сможет дать какой-то совет, который, если не
непрофессионально как психолог, то хоть как-то даст тебе какое-то, ну, я не знаю, облегчение, например. А чат GPT, ну, он, ну, или просто какая-то нейронная сеть, это, ну, не живой человек, он не может понять тебя так, как поймет реальный. Вот это, мне кажется, ключевое. А всегда ли вот эта вот дружеская эмпатия реально помогает человеку в реальной жизни? Как Мне вы считаете? кажется, да. Конечно, чем считается в психологии так, что чем больше у человека социальных связей, там, друзей, поддержки семьи, еще каких-то знакомых, коллег с работы, там, из школы и так далее, то тем более он устойчив. И когда что-то случится, он может обратиться за помощью, он может получить поддержку от своего ближнего круга. Когда человек одинок, он как соломинка, которую в одиночку очень просто сломать. Поэтому, конечно... Те, кто ломал пачку макарон вот так пополам, сразу полностью понимают, о чем Да, это. Что когда да. ты множество, то это куда сложнее сделать. Да, конечно. Поэтому, конечно, поддержка друзей играет важную роль, но не всегда друг может помочь, и он, в общем-то, ну, как будто бы и не всегда должен помочь, да, то есть это очень сильно зависит от ситуации, от человека, вот, поэтому иногда, чтобы, ну, может быть, ответственнее будет не нести все свои проблемы друзьям, хоть и никто не запрещает о них говорить, а попробовать разобраться со специалистом, да, который имеет для этого образование, ну, как бы необходимое, и может действительно с какой-то другой стороны помочь увидеть ситуацию. Угу. Лёш, у тебя какие-то вопросы? Не. А вот смотрите, вы до этого упомянули слово гештальт. Вот очень часто там слышим выражение «закрыл гештальт», «закрыл гештальт». Вот давайте, я вот очень люблю всякие такие выражения, давайте поделимся, что значит закрыть гештальт и что такое гештальт с нашими зрителями. Ну, если так очень просто объяснить, то гештальт можно сравнить с такой картинкой по точечкам. Когда мы ведем линию от одной точки к другой, от второй к третьей и так далее, получается какой-то образ. И в целом наш мозг, он склонен находить какие-то образы в разрозненных предметах. Ну, допустим, вот я вижу одну кружку, вторую кружку, третью, я могу сказать, ну это треугольник. Вот это можно сравнить с гештальтом. Только если применить это на психологию, то это, наверное, можно сказать, как понимание того, что одна ситуация, вторая ситуация и третья ситуация привела меня к тому, кто я сейчас есть. И к тому, где я сейчас оказался. Вот. И поэтому там условно закрыть гештальт, ну, наверное, можно сказать, что это такое, как типа вот... Прояснение? Да, прояснение ситуации, что я прошел условно все инстанции, все пути и дошел до какого-то логического завершения. Хотя есть ли логическое завершение в каких-то ситуациях, это еще хороший вопрос, потому что это все остается с нами, нашим опытом, и очень на нас влияет. Ну, еще хотела сказать по поводу всяких таких психологических выражений. Происходит достаточно сильная, особенно сейчас, когда психология все больше и больше идет в массы, такая девальвация, инфляция психологических терминов. Обесценивание, простыми словами. Да, таких как СДВГ, таких как депрессия, таких как тот же самый гештальт. Да, это все изначально термины, вышедшие из науки, которые пришли в массы и уже начали обрастать огромным количеством значений. Соответственно, это интересно, что в психологии как науке и в диагностике вот эти все термины постоянно меняются как раз-таки из-за того, что предыдущие термины обрастают мифами, обрастают предубеждениями, обрастают каким-то социальным слоем, из-за которого они не могут больше адекватно отражать как бы диагноз, скажем так. Поэтому психиатрия – это такая область, которая постоянно меняется, развивается. Или вот, например, женская истерия раньше был такой. Да, была раньше, потом как-то в обществе это как будто бы осудили и стали называть другими. Угу. А вот сейчас вот можно увидеть в интернете такое новое выражение, как «проработанный». И кто-то использует это в оскорбительном плане, кто-то в позитивном. Вот я проработанный. Это вот эти вот проработанные, которые наслушали своих психологов там, и теперь нам говорят, как нам правильно жить. Вот кого бы вы назвали проработанным человеком с точки зрения психотерапии? Я бы сказала, я бы никого так не назвала, во-первых. Вот, человек, который
На самом деле есть очень много разных способов узнать что-то про себя, и терапия — это как бы один из них, да, и человек, который много о себе понимает, и чем больше он о себе понимает, тем более спокойно и адекватно он может реагировать на какие-то внешние ситуации, внешние раздражители. Все наши проявления имеют место быть, но главное не забывать, что мы живем в обществе, в котором нам надо считаться с другими людьми, для того, чтобы совместная жизнь коллективная была бы возможна. Хорошо. А вот как часто вас подводит ваше первое впечатление о человеке после какой-то беседы или чего-нибудь? Я стараюсь не составлять такого прямо какого-то впечатления. Я стараюсь не вешать никаких ярлыков, для того, чтобы как раз-таки не смотреть зашоренно на ситуацию и понимать ее только одним образом. Я стараюсь все-таки видеть, или рассматривать ее с разных сторон. А вот какая-то чуйка, может быть, у вас есть? Конечно, нет, бывает, конечно, что я увидела там какого-то человека, там что-то о нем подумала, и дальше как бы проверяю свои теории, догадки, на практике максимально осторожно, да, чтобы не спалиться. Нет, чтобы не сбить человека, чтобы не нарушить доверие, то есть все равно стараюсь найти какие-то способы помочь ему. Вот. Очень интересно. То есть у вас, ввиду профессии, у вас очень такая центристская позиция. То есть вы никуда не в одну сторону, у вас нету таких, как по-английски говорят, strong opinions, да? То есть у вас нет жестких каких-то позиций. Или все-таки есть и готовы поделиться? Нет, касательно тех людей, которые приходят ко мне в кабинет, все-таки я всех воспринимаю как отдельных личностей, которые, именно такие, какие они есть, и они в этом прекрасны, да, то есть у меня нет цели изменить кого-то, сделать из ученика какого-то экземплярного студента, самого лучшего отличника, ни в коем случае. Это было бы очень скучно и грустно, если бы мир состоял исключительно из одинаковых людей. Вот. Что касается дисциплины в школе, у меня, конечно, есть какая-то позиция, которую я стараюсь выражать и поддерживать какой-то порядок в школе, например. Абсолютно справедливо, хорошо. Лёша? Честно, вообще пока никаких вопросов. Очень интересно слушать. Конечно. Даже перебивать не хочется со своими вопросами. Если вопросы появятся, ты можешь заходить. Конечно. И вы, дорогие зрители, да, то, что обязательно не стесняемся. А вот как вы думаете, почему люди стесняются обратиться за помощью к специалисту? Возможно, потому что когда-то они обращались за помощью к другу или к родителю, и их доверие было обмануто. Или они получили не совсем ту реакцию, которую ожидали. Кто-то очень сильно сравнивает себя с другими людьми. И из-за этого боится как-то себя проявить. Кто-то имеет какой-то другой негативный опыт. Очень разные, на самом деле, бывают причины, почему человек стесняется. Кто-то себя не любит, кто-то не любит человека, который услышит то, что он сказал. Поэтому единого какого-то ответа нет. Я знаю, что дойти до кабинета психолога бывает очень страшно. Открыться кому-то бывает очень страшно. Я сама помню, как я первый раз шла к психологу, и как долго я это откладывала. Но когда ты туда все-таки доходишь и встречаешь понимание, можно расслабиться. И быть собой. К вам можно, например, записаться по почте, если я стесняюсь? Можно, конечно, можно. Поэтому... И так делают иногда, действительно. Поэтому, ребята, если вы стесняетесь прийти лично, боитесь, то всегда можете написать на почту, да, как понимаю, a.preobrazhenskaya, lasgu.tayland, собачка. Точнее, вы догадались, поняли. Так. Хорошо, вот у нас есть рубрики. Мы с вами говорим, я говорю вам утверждение, а вы говорите норма или стрём. Что такое норма? Вы полностью вправе выбирать. Ладно, хорошо. Норма или стрём опаздывать на прием? Норм. Абсолютно. Вот, мне кажется, один из немногих, кто говорит про опоздание, что это норм. Вау, как интересно. Так. Норм или стрём, если психолог приводит примеры из своих других, обезличенные примеры из своей практики?
Ну, очень зависит от контекста. Все-таки это на грани. Примеры из личной жизни. Стрём. Норм или стрём менять психологов, если не нравятся их ответы, реакция, мнение? Тут непростой вопрос, потому что если все время ходить от одного психолога к другому, не получится ни с одним из них сформировать терапевтический альянс. То, что называется, да, какую-то связь, когда психолог тебя достаточно узнал для того, чтобы что-то сказать. Конечно, личная терапия – это что-то не очень удобное, что-то достаточно больное, что-то неприятное местами, что в конце концов приносит облегчение. Так вот, до тех пор, пока сеансы приносят облегчение, может быть, не сразу во время сеанса, а через какое-то время, это хорошо. Если комментарии терапевта совсем ни в какое русло уже не лезут, и у вас от них очень сильная эмоциональная реакция, негативная, то, конечно, стрём. Лучше менять. Норм или стрём, если я, допустим, тревожно себя чувствую перед новым сеансом. Вот в какой-то момент, вот как вы описали, да? Абсолютно нормально. То есть мы в психотерапии учимся тому, что наши чувства это окей, что они валидны. Да. А вот я не знаю, вы смотрели сериал «Шринкинг», он в оригинале звучит, там Харрисон Форд, по-русски его перевели как «Терапия» или «Мозгоправство». Я слышала про него, но, по-моему, не смотрела. То есть там вся идея заключается в том, там уже 3-й сезон выходит еженедельно, что у нас, кстати, по средам, мы по средам записываем, и что у нас есть группа психологов, которые вместе работают, вместе живут, совершают какие-то сумасшедшие этические ошибки, но при этом остаются людьми. И вот это очень интересно было бы у вас поспрашивать, но, к сожалению, вы не смотрели. Я думаю, что вам было бы интересно, как специалисту, там просто за волосы хвататься. То есть там норм или стрём, когда ты приютил своего пациента. Очень стрём, очень стрём. А вот сдружиться со своим пациентом? Я думаю, что разные психологи, разные терапевты ответят на это по-разному. Для меня это все-таки стрём. Ну, у вас все-таки основные пациенты это дети. Есть на другой работе взрослые тоже. Все-таки мне кажется, что это неэтично, некорректно. То есть дружба, она подразумевает, как я вначале говорила, взаимный обмен, да, то есть я чем-то делюсь и со мной чем-то делятся. Все-таки терапия этого не подразумевает. Все-таки терапевт может к тебе относиться как бы более, не так официально, да, но при этом он не должен рассказывать о себе, как-то делиться своей личной жизнью. Это все-таки непрофессионально. А вот, например, говорить, нормально ли терапевту сказать, что слушай, эта тема, я тут тебе не могу помочь, и давай, может быть, ты либо с другим специалистом я тебя направлю, поговоришь об этом, либо, как-то я тут тебе не могу помочь. Это нормально вообще? Это нормально, да. Признавать лимит своих возможностей? Да, конечно. Это как раз какие-то зеленые флаги, на которые можно подметить. То есть, если вам говорят, что, слушай, я тут, наверное, моя, как это называется, моя специальность здесь заканчивается, да. компетенция заканчивается. То есть, быть честным. Очень правильно. Давайте тогда, наверное, если у Лёши вопросов нету, подводить к блиц-опросам. Да. Топ-3 ваших любимых фильма, сериала, книги. Музыкальных треков? Да, музыкальных треков. Вы бы сказали, я подготовилась. Так, топ-3. А это постоянно меняется, потому что я смотрю новые, и мне новые нравятся. Но, допустим, я очень люблю русскую классику читать, Толстого, Льва. «Воскресенье», я помню, меня очень сильно впечатлило. Я очень люблю поэзию. Мне кажется, что поэзия, она близка с терапией тем, что мало слов выражают много эмоций. И, в принципе, слова выражают эмоции. Кто самый большой токсик из русской поэзии? Токсик, нет, я так не скажу, наверное. Никогда не пыталась прочитать стихотворение под таким углом. Мне кажется, очень часто про Есенина ты говоришь, он такой бабник гуляющий, но при этом очень романтичный, в уши льет прекрасно, а поступает абсолютно эмоциональные качели. Может быть, да. И что еще?
Так, какие-нибудь. Первый, на самом деле, когда ты спросил, первый фильм, который мне пришел в голову, это «Уиплаш. Одержимость». О, это очень хороший фильм. Да. Это вот про барабанщика. Да. Это очень такой Да, психологический. очень психологический, да. А вот этот тандем, это созависимые отношения токсичные? Ну, там явно какая-то патология, да, уже ближе к ненормальным отношениям, хотя вопрос еще в том, на что готов пойти человек для того, чтобы добиться результата. Да. И иногда перфекционизм — это, ну, как бы достаточно травмирующая вещь. Ну, для наших зрителей, кто не смотрел этот фильм, основная мысль фильма, то, что у нас есть два персонажа, один играет на барабанах, другой его учитель, получается, в хоре, и в ансамбле, и он настолько требовательный, а он настолько перфекционист, что они идеально друг друга просто поднимают, и там напряжение постоянно растет, вот. И вот вы бы сказали бы, как, что они друг друга стоят? Ну, конечно, если они друг друга нашли, мы же выбираем себе друзей и людей, с которыми мы вокруг находимся не просто так. В школе, как бы с этим можно поспорить, потому что здесь все-таки по месту жительства в первую очередь, да, люди собираются. Но тем не менее, как бы встречают по одежке, как говорится, провожают Да. по психологическим травмам. Вот. И еще мне очень нравятся мультики. Например, Хаяо Миядзаки. Мне кажется, что мультики, как и сказки, делают волшебство с нашей психикой, они ее лечат без того, чтобы раскрывать все вот эти вот травмы, описывать все свои проблемы, болячки словами. Ты можешь просто посмотреть мультик или прочитать сказку, и тебе станет намного легче. Это такой здоровый эскапизм. Да. Побег от реальности, Да. чтобы снять стресс от Да. проблем в реальном мире. Да. Хорошо. А вот из музыки? Из музыки я слушаю все подряд. У меня в плейлисте может там какой-нибудь Бах, после него будет Эминем, после него будет какая-нибудь русская попса, потом еще Алла Пугачева, потом еще, я не знаю, какой-нибудь техно. Так что сложно мне ответить на этот вопрос. Ну, я вас понимаю. Я тоже. И мне это абсолютно подходит, мне это очень нравится. А вот какую бы мысль заключительную вы бы поделились с ней, с нашими зрителями, которые вы считаете важной донести? Ну, я бы сказала, что наверное, в познании себя есть очень большая сила, опора и энергия. То есть, чем лучше мы умеем с собой общаться, к себе относиться, и чем лучше мы понимаем свои сильные и слабые стороны, тем проще нам справляться с этой жизнью. Нелегкой абсолютно. Прекрасно. И тогда на этой очень глубокой философской ноте мы с вами заканчиваем. Прощаемся до следующего понедельника. Сегодня у нас в гостях была наш школьный психолог Анна Преображенская. Спасибо большое за уделенное время. Было очень приятно. Извините, важно оговориться, что в нашей школе не один психолог, есть еще психолог Станислав Максимов. Если вдруг вам больше хочется поговорить с мужчиной, то тоже к нему можно обратиться. Я работаю в школе по понедельникам, средам и пятницам, Станислав в том же кабинете по вторникам и четвергам. Я уверен, что Станислав тоже станет гостем нашего подкаста. Ура! Проверим на прочность ваши ответы вместе с ним. С удовольствием, Вот. с большим интересом. Да. И желаем вам... Вот чего мы пожелаем нашим зрителям? Душевного здоровья. Желаю вам душевного здоровья, всего самого хорошего. Любите себя, любите свою жизнь, окружающих вас, и всегда будьте довольны. Мы с вами прощаемся. До следующего понедельника. До свидания.